Знаете, вот один человек сказал, что в Юждаге нужно применить армию по отношению к народу, чтобы решить вопрос. Я хочу тебя спросить, ты написал же заявление об уходе с государственной должности? Ты предлагаешь армию против народа использовать? Все посмотрите выступление вот это вот. РИА Дагестан. Некая колотушка или узда, в которой можно очень удобно держать наследие, политическое, и может быть даже где-то дискредитировать и расшатывать, может быть, сегодняшнее руководство Республики Дагестан. Мы, например, определенно знаем, что есть масса сил, которые вот после реформ после 2013 года, которые в республике происходят, они недовольны, лишились каких-то, вот, скажем, и финансовых рычагов и так далее. И тут может быть этот случай, но тогда, я думаю, силовикам или даже вплоть до того, чтобы подключать надо армию, на мой взгляд, чтобы решать эту проблему, если милиция бессильная или оно. Продолжает «Единая Россия». Да, мы тоже из народа, правда, может, из другого народа. Но я хотел бы более конкретно сказать, вот говоря об импортозамещении, а не об вот этих слухах, сплетнях, тот сказал, этот сказал. Так вот... Здесь Алексей поднял одну проблему, очень интересную проблему, да, связанную с тем, что директор РИА Дагестан позволил себе, мягко говоря, незаконные фразы в адрес жителей Самурской долины. Это очень опасное явление само по себе. Это уголовно наказуемое явление. О сельском хозяйстве мы говорим. Послушайте, после этого любой нормальный человек должен уйти со своей должности. Я тут полностью согласен с ним, он абсолютно правильно говорит об этом. Что вам мешает встретиться с самурцами и поговорить на эту тему? Громче мы не слышим. Чуть-чуть. Ну, наушники оденьте тогда. Одену наушники на тебя. Предлагаем не кредиты давать, а сельхоззаймы, беспроцентные, потому что проценты – это грех. Люди, которые занимаются таким святым делом, как работа на земле, не должны попадать в долговую кабалу. К сожалению, у нас и так в долговой кабале находится полнаселение страны. Так давайте прекратим издеваться над людьми. Землю раздать крестьянам, простым людям, которые хотят ее обрабатывать, а то у нас сотнями, тысячами гектар толстосумы владеют землей, не обрабатывают ее, она стоит, они ее только распродают. А обычные люди не могут ее получить. Вот я вчера был в селе Красноармейское, там ужас творится у людей, которые владели этой землей, ее отнимают, им предлагают за откаты поделиться этой землей, предлагают официальные лица. Мне очень стыдно, что вы, официальные чиновники, докатились до того, что торгуетесь с людьми за откаты за землю. У вас ничего не получится. Как будет развиваться сельское хозяйство, если у нас там закрываются в селах сельские школы, сельские больницы? И ваша реформа привела просто к тому, что люди вынуждены ездить куда-то в центр для того, чтобы получить медицинские услуги или образование. Люди платят налоги. За что? Я предлагаю вообще полностью отменить налоги тем, кто живет в горах или в селах. Мы столько говорим о продовольственной безопасности, об импортозамещении. При этом вот я был, когда в Магарамкентском районе, мне там 90-летний аксакал, который выращивает фрукты, сказал, что, знаешь, Леш, мы вырастили-то вырастили, только никому это не нужно. У нас государство не закупает нашу продукцию. И я спрашиваю, сколько будет вот это двуличие, лицемерие? Мы с одной стороны говорим, давайте, сажайте, и при этом у кого-то отнимаем землю. Говорим, выращивайте, они выращивают, вы у них это не закупаете. Прекрасные соки кикуни выпускаются, натуральнейшие. Почему они до сих пор не на всех крупнейших прилавках страны? Почему мы не занимаемся развитием этого бренда? Почему люди, действительно, которые хотят получить земельные участки, должны обходить кабинеты чиновников, умолять, выпрашивать, дайте, пожалуйста. Почему не нанесены кадастровые номера на многие земельные участки? Может быть, пора действительно разобраться с этим земельным вопросом. Почему происходит так? Вот кумыки. Национальный вопрос. Слава богу, что пока у нас нету здесь, как говорится, стенка на стенку. Но мы видели все видео, когда вот это чуть ли не 100 на 100 драка происходит. Кумыки говорят, приходят люди, которые получают на наши исторические земли зеленки. Я вас спрашиваю, неужели в нашем огромном Дагестане не хватает земли так, что ее нужно у кого-то отнимать, чтобы кому-то продать? Ребята, давайте все-таки задумаемся о совести некой. Совесть есть? Или остатки совести растеряли в погоне за хорошими бабками? Уже и так у всех дворцы, вертолетные площадки в горах уже на 10 поколений вперед заработали. Уже всех отправили туда учиться за границу. Ну сколько ж можно, ребята? Или мы совсем уже не думаем о детях? Вот в том же самом Красноармейском, где я был, знаете, они говорят, на территории школы
поставили станцию сотовой связи, то есть традиционное облучение детей. Сколько можно лгать, ребята? Давайте говорить правду, научимся. Вы сидите с нами за круглым столом, мы, так как народ гостеприимный, позволили вам это сделать. Да ладно, Каким не надо, не каким надо. образом Да вы что, я хотите... в своей стране совсем, что ли, обнаглели уже? Соблюдайте законы. Вы Каким чё, образом вы кандидаты? хотите дагестанский народ переубедить в обратном? И каким образом вы хотите вот донести до народа, что Владимир Вольфович изменил, ЛДПР изменил свою политику к Кавказу? Или это был абсурд, или что? Объясните, в чем, вот каким образом вы хотите убедить дагестанский народ? Объясните, каким образом вы хотите, вот, что программа... Да, программа... Всё? Какая программа ЛДПР, да. У нас время на вопросы безлимитное или ограничено? Нет, время ограничено. Ограничено. Теперь я буду отвечать. Во-первых, я вот вас, Конкретно вот вас лично я увидел впервые здесь на этих дебатах. Лично я в Дагестане живу, и дагестанский народ знает, что я дагестанец. Не забывайте, и где то, вы что... еще жили. В Чечне вы жили, где еще вы? Рязани, кем вы еще приходили? В каких регионах вы еще кочевали? Вот смотрите сейчас, смотрите, лгун, ложь. Год. В Чечне... Год живет в Дагестане, не надо говорить, что в Дагестане. Значит так, я отвечаю, или вы давайте говорите? отвечайте, Дайте возможность Мое время или ответить. ваше? Без демагогии Мое время. конкретизируйте, давайте. Значит, если здесь не будет соблюдаться правила ведения дискуссии, Покиньте тогда. покинет Подождите. тот, кто нарушает эти правила. Потому что есть закон. Это мое эфирное время. Говорите. Значит, первое. Я живу здесь. Кто такой вы? Я не знаю. Впервые увидел я вас на этих дебатах. И в Замечательно. течение этих 1,5 лет я Дагестанский говорил народ Сократ... знает. Дайте, Либо вы пожалуйста, ответить на замолчите. вопросы. И в течение этих 1,5 лет в моей студии люди говорили правду, называли фамилии бандитов, воров, тех, кто издевался. И я продолжаю говорить это, когда уже моя программа закрыта. Я вас это прошу раз. про мнение Значит, Владимира замолчите, Подождите, давайте замолчите. не превращаться в базар. Алексей, у вас есть время, отвечайте, Да, пожалуйста. спасибо. Так вот, если вы говорите, когда мы называем Жириновский, вспоминаем, а если мы называем Зюганов, мы вспоминаем о том, что его внук теперь депутат Мосгордумы, председатель комиссии, и для того, чтобы он им стал, великолепного человека Андрея Клычкова, которого вся Москва обожает, для этого убрали и переставили на одномандатный уходите от округ. ответа конкретно. И, значит, замолчите, я сказал уже. Подождите, не Ответьте, переходите, пожалуйста, на личности, Замолчите. пожалуйста. Партия власти номер 2. Здесь Партия на Кавказе большинства. вы обслуживаете интересы власти. Партия Весь большинства народ на народа. Кавказе знает. Народ в Буйнакске знает, как вы сняли кандидатов. В угоду кому? Коммунисты. Так что лучше молчите. Иначе все сейчас назовем про вас. Давайте. Про все ваши стратегии. Как вы идете на сговор. Про Понимаете? колючую проволоку Кавказа, Как вы- объясните мне. Значит, теперь, как вы собирались отделить значит, Кавказ? либо вы замолчите, еще раз Объясняйте. повторяю, юноша, Марат Асланович, прекратите дайте, пожалуйста, нарушать ему ответить. Вы не правила переходите, ведения пожалуйста, на дискуссии. личности. Давайте, я Ответьте. отвечаю на вопросы, все, заканчиваем. Вы не командуете. Хватит хозяева жизни. Хватит командовать. Посмотрите, как нагло себя ведут. Даже здесь, на дебатах, где законно хватит предоставлено демагогии. время, Объясните. они не дают даже Алексей. говорить. Потому что они боятся того, что мы называем Алексей. прямо. Кого? Вот, Чего? вот я вас прошу поехать в Красноармейск и выяснить, почему там у людей отнимают земли. Я вас прошу поехать в Буйнакский район, где очень остро стоит что национальный вы вопрос, хотите? и решить этот вопрос с людьми. А вот эти люди, которые здесь при власти, ЛДПР, никогда не была Про при власти в колючую Дагестане. проволоку требуем ответ. Пожалуйста. Требуем ответ про колючую проволоку. Можете От орать дворников. сколько угодно. Так вот, мы никогда не были при власти, ЛДПР Спасибо, здесь, он ответил и не на мой несем вопрос. ответственность Он за ответил на то, вопрос. что они натворили с моим родным Дагестаном. А вот эти партии, которые видели, как они Спасибо большое. спайки сплелись между собой. И вы это все видите. Алексей Так что всё Валерьевич, ясно. Алексей Валерьевич, теперь есть шанс у вас задать вопрос партии «Единая Россия». Спасибо, спасибо. Значит, вот только что мы подробно откомментировали, что представитель власти, поскольку это государственное средство массовой информации РИА Дагестан, а он руководитель, призвал использовать армию против собственного населения. Мы помним, что в 1993 году армия уже применялась против собственного населения, расстреливался парламент, люди там гибли под танками. Вопрос задавай. И мой вопрос звучит так. Вы поддерживаете такое обращение? Если не поддерживаете, считаете ли вы, что такой человек незамедлительно должен уйти в отставку, который призвал против жителей Юждага использовать армию? Должен он уйти в отставку или нет? Ну, вопрос правильный. Если он призвал, я, честно говоря, не слышал его выступления этого. Если это так, на самом деле, он должен уйти в отставку. Тогда, я думаю, силовикам или даже вплоть до того, чтобы подключать надо армию, на мой взгляд, чтобы решать эту проблему, если милиция бессильна и ОМОН.
Что? Я понимаю, это политика. У вас политика. Вы хотите быть большими русскими, чем русские. Вы хотите быть большими дагестанцами, чем дагестанцы. Я русский Вы хотите дагестанец. быть большими католиками, даже чем Папа Но я Римский. живу здесь больше, чем Понимаете? вы, например. Да, больше, я здесь больше. живу, а вы здесь не живете, вы живете в Москве. Да, вам стыдно должно быть. Мне? Сегодня, да. Потому что Мне? ваш лидер, Да ваша что? партия делает все. А ваш лидер, для они того, в вашей чтобы... партии сказали для того, друзьям, чтобы... идите в бизнес. Да. Вы все это слышали. Да, Лидер да, Единой да, России, да, Дмитрий да, Медведев. Я аплодирую вам, что вы вот в такой спайке здесь КПРФ Единая Россия. Мы в этом вопросе, Я думаю, ничего не Как вы призываю. можете здесь вообще сидеть? Я- Вам стыдно Я должно Алексей быть. Казак, Вы и не мне- должны сюда и приходить мне не вообще. стыдно за то, что я Да, здесь да, живу да. и борюсь за справедливость. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР.